Весовая категория до 57 килограммов. С результатом 45 килограммов бронзовую медаль завоевала Гончарова Анна, спортивный комплекс «Строитель». Серебряным призером стала Лось Яна. И победителем в этой весовой категории стала Сокордина Алена. Ее результат 50 килограммов. По собственному весу. Спасибо. Весовая категория до 63 килограммов была представлена двумя участницами. Второе место с результатом 60 килограммов заняла Резниченко Наталья, дебютантка наших соревнований. И победительницей в этой весовой категории стала Ткачева Ирина. Ее результат 85 килограммов. Все девушки тренируются в спортивном клубе «Химик». Весовая категория свыше 63 килограммов. Спасибо, участницы. Также была представлена двумя девушками. Здесь серебряным призером с результатом 45 килограммов стала Чекмалева Елена. Девушка тренируется в спортивном клубе «Строитель». И победительницей в этой весовой категории стала Краснова Ирина, спортивный клуб «Химик». Ее результат в жиме лежа 85 килограммов. Мужчины 74 килограмма весовая категория. Бронзовым призером с результатом 90 килограммов в этой весовой категории стал Лукьянов Богдан. Серебряную медаль с результатом 105 килограммов в жиме лежа завоевал Зелепукин Вадим. И победителем данной весовой категории с результатом 140 килограммов стал Белоусов Роман. Напомню, Белоусова Романа собственный вес 53 килограмма. Весовая категория до 83 килограммов обширно представлена. Бронзовую медаль в этой категории с результатом 162,5 килограмма завоевал Брезгунов Алексей. Опередив на 2,5 килограмма, серебряную медаль завоевал Бордин Артем. И победителем в этой весовой категории с большим преимуществом стал Поздняков Александр. Его результат 185 килограммов. Спасибо, участники. Весовая категория 93 килограмма. Мужчины. Бронзовую медаль с результатом 157,5 килограммов в жиме лежа завоевал Тимченко Анатолий.
Серебряную медаль в этой весовой категории завоевал Умаров Стас, гость из города Лисов. И победителем данной весовой категории с результатом 190 килограммов Радилов стал Юрченко Игорь. Спасибо. Весовая категория до 105 килограммов была представлена двумя участниками. Серебряную медаль сегодня достается Коровиков Киреев Роман, извиняюсь. Его результат 170 килограммов. А победителем в этой весовой категории стал Коровиков Алексей. Его результат 182,5 килограмма. Весовая категория до 120 килограммов. Третье место с результатом 195 килограммов завоевал Пруцков Юрий, гость из города Лисов. Серебряным призером в этой весовой категории по собственному весу с одинаковым результатом 195 килограммов завоевал Полищук Иван. И победителем в этой весовой категории с большим преимуществом становится Скуратов Константин, спортивный клуб «Юрий». Еще будет это. Весовая категория свыше 120 килограммов. Третье место результатом 160 килограммов завоевал Шубут Михаил. Серебряным призером данной весовой категории с результатом 185 килограммов становится Васильченко Александр. И победителем в этой весовой категории большим преимуществом с результатом 250 килограммов золотую медаль завоевывает Ломкин Евгений. Спортсмен тренируется в спортивном клубе «Строитель». Сейчас будут названы имена победителей и призеров абсолютного первенства наших соревнований. Итак, начинаем со слабого и слабого пола, с женщин, с девушек наших. Абсолютным победителем, призером бронзовый кубок завоевывает Краснова Ирина. Серебряным призером становится Сокордина Алена. И абсолютным победителем среди женщин в жиме лёда становится Ткачева Ирина.
Спасибо, девушки. Также абсолютное первенство среди мужчин серебряным бронзовым призером становится Скуратов Константин. Серебро в абсолютном первенстве достается Белоусову Роману. Ну, абсолютным победителем в нашем открытом областном турнире по жиму лёда, посвященном Дню химика, становится Лупкин Евгений. На этом наши соревнования подошли к концу. Я еще раз поздравляю всех с праздником. Желаю здоровья, успехов спортсменам, килограммов на помосте. И все приглашаются для общего фото, которое будет направлено в журнал Playboy. Скажите, чтобы они вперед вышли.